Джамбаеву Уланбек за второй год обучения аспирантуры. Тема демография популяции горного барана и горного козла бассейна реки Сарджас. По специальности зоология. Здравствуйте, уважаемый ученый совет. Я на данный момент учусь на втором курсе. Вот за 2017 год предоставляю отчет сегодня. Название диссертационной темы – демография популяции горного барана и горного козла бассейна реки Сарджас. Основные вопросы исследовательских работ – это видовой состав, численность и характер пребывания горных копытных по основным биотопам бассейна Сарджас, половозрастная структура, основные места концентрации зоны распространения, сезонное перемещение, суточная активность. Центральный Тяньшань, то есть кыргызстанская часть бассейна реки Сарджас, вот, зона исследования, а также долина реки Джах. Основные реки на территории бассейна реки Сарджас являются реки Сарджас, Акширак, Джангарт, а их притоки вот Сарджас, Эңилчек, Кайынды, Коюка, Баралбас, Учкул и Койлу. Общая площадь Сарджасского бассейна составляет приблизительно 250 квадратных километров. Там, кроме горного козла и горного барана, другие еще копытные обитающие, они вот морал тяньшанский, косуля сибирская, кабан. В 2017 году проводил только зимний учет, то есть период с 10 декабря по 29 декабря. 20 дней я проводил там по методике, разработанной Академией наук совместно с Департаментом охраны окружающей среды. На такой карточке учета записывали вот все полученные данные. Мы использовали специальные GPS-навигаторы. Мы, когда встречали диких животных, ставили точки. Карта маршрута моего исследования. Синими отмечены пути, прошедшие мои флажки, они точки, где я встречал диких животных. Обрабатывал с помощью программы Google Earth. Это процесс проведения учетных работ. В основном я, как ранее сказал, проводил учет в зимний период. В основном находились вот на такой высоте, 4000 метров, до 4000 метров. То есть. Это архары Марко Поло подвид. Было снято на территории охотпользователя Булатем. Приграничная зона с Китаем вдоль реки Узенгулуш. Таблица учета численности горнокопытных, обитающих на территории бассейна реки Сарджас. Там расположены фирмы, то есть территории охотпользователей, которые реализуют инохоту. Они отвечают за сохранение диких животных, за их охрану. Тут отмечено на территории Аксусского района, то есть в зоне бассейна реки Сарджас, находятся вот эти фирмы. Осо Цаск, Ашуторико, Турхантенгри, Сыкулинтур, Хантенгри. Здесь я посчитал только вот мои объекты исследования. Там еще обитали вот кабан, косуля. К сожалению, их в зимний период очень трудно встретить, особенно кабана. Они вот в основном обитают в лесных зонах, а там практически нету лесов. Да? Что удивительно, на территории Аксусского района мы встречали вот подвиды архара тяньшанского. А вот на сыртой зоне Читыгульского района мы в основном встречали архаров подвида Марко Поло. Марко Поло отличается, они более крупные, чем архары тяньшанские. Мы посчитали общее количество 7386 козерогов, это мои подсчеты, и 3300 горных баранов вместе взятых, то есть с архаром Марко Поло и тяньшанских. У основного количества горных козлов и горных баранов, составившего вот общее количество 10 686 особей, учтенных во время учета, была определена половозрастная структура. По данному анализу половозрастной состав выглядит вот следующим образом на диаграмме. 44% самок, 11% прошлогодних, то есть годовалых, 22% сигалетков, то есть ягнят, 23% самцов, из них вот 2-3-летние 6% и взрослые, то есть 4 года и старше 17%. А здесь вот их естественные враги, стая волков, была снята на территории фирмы Алатой Adventure Tour. Стая волков составляла из 7 волков, и что удивительно, вожак их был самка.
Они как раз охотились в это время, утреннее время было. На территории бассейна реки Сарыжас расположен золотодобывающий комбинат Кумтор, как всем известно. И вот чисто мое видение, то есть влияние деятельности Кумтора на жизнедеятельность горнокопытных. Выводы. Видовой состав копытных, там вот основные 5 видов: косуля, морал, кабан и мои объекты исследования: горный козел, горный баран. Общее количество горных козлов я посчитал 7386. Общее количество горных баранов 3300. Основные места концентрации: реки Эңилче, Койлу, Койкап, Жангарт и Учкол. Основные места концентрации горных козлов и баранов. Численность и характер пребывания: Козерог, Архар, косуля постоянная, кабан и морал они временно, то есть в основном в летний период. Сезонное перемещение: Козерог и Архар они зимой и летом. Зимой они ниже спускаются на предгорье. Летний период они поднимаются на верховье. Суточная активность утром и вечером. Пасьба, да? Спасибо за внимание. Вопросы? Пожалуйста, Георгий. Другие горнодобывающие предприятия не влияют на Жизнедеятельность? На жизнедеятельность архаров и козлов? Только Кумтор. Все предприятия, которые, да, горнодобывающие, все влияют. Потому что и не только на животных, и на окружающую среду. Что, закрывать будем, да? В любом случае деятельность Кумтора отрицательно влияет на их будущее, то есть на их демографию. Тогда нам надо что-то предпринять, либо все предприятия позакрывать и оставить только вот это, всякие экологические архары будем, или тогда что? Или тогда надо было не давать вот эти разрешения. Да. А теперь что делать? Это вот Не давать надо было. какой выход? Это ошибка наших чиновников. У кыргызов есть хорошее слово, да, например, минукананча биргор, то есть чем 1000 раз слушает, один раз видит, да. Многие просто наши там основные вот эти, да, проблемы, которые могут превратиться в экологические катастрофы, техногенные катастрофы, они, многие наши там жители, то есть кыргызстанцы, не понимают, да, если хороший документальный фильм снять, то я думаю, возможно, можно повлиять на исход. Просто они не привыкли уже, наверное. Здесь ситуация, его идея очень хорошо тем, что здесь ситуация идет биоразнообразия и производственная промышленность, да, так скажем. Да. И вот эта промышленность, она должна участвовать в сохранении биоразнообразия. К сожалению, Кумтор этот вопрос не рассматривает, да, к сожалению. У него есть, да, экономика есть, у него налоговая деятельность, все вопросы есть, но отношение к биоразнообразию. Вопросы задали? Обсуждение, да. Я вот хотел бы на будущее хорошие советы дать. Вот ваша тема, откройте. У вас хорошие все данные, тема замечательная. Ее теперь придется раскрывать очень основательно. Почему? Потому что это же большая проблема. Что думаете? Аттестовать? Спасибо.